Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Амши-Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Президент Абхазии Бадрагунба принял почетных гостей сенатора Александра Карелина и депутата Госдумы Светлану Журову. Единая Абхазия и Единая Россия укрепляют сотрудничество. В Сухуми прошел 7-й съезд Республиканской политической партии «Единая Абхазия». Президент Абхазии поздравил учителей страны с профессиональным праздником. «550 детей из 13 сел Абхазии этим летом смогли увидеть цирковое шоу в Сухуми благодаря социальной акции от компании «Ахом». Президент Бадрагунба встретился с сенатором Российской Федерации, трехкратным олимпийским чемпионом Александром Карелиным и депутатом Государственной Думы, первым заместителем председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Светланой Журовой. Они приехали в Сухум в качестве почетных гостей съезда политической партии «Единая Абхазия». Между парламентариями наших стран всегда были очень теплые, несмотря на политические конъюнктуры. Деятели общественные, политические, депутаты Государственной Думы, мы всегда опирались на их поддержку. И сегодня мы эту поддержку чувствуем. Так что мы очень рады вашему визиту. Знаем, что в рамках вашей поездки вы принимаете участие в форуме «Единой Абхазии». Я считаю, что это и очередной показатель, и очередной сигнал нашим гражданам, что мы близки друг к другу и готовы взаимодействовать на благо граждан наших стран. Добро пожаловать, рады вас видеть. Партии, где ключевое слово – это «единое», партии, которые настаивают на том, что объединяясь мы побеждаем те самые недружественные конъюнктуры, невзгоды, неверие, может быть, общественное в перспективы. Это как раз то, что нас не только сближает, но и объединяет. Мы, как единороссы, начиная с 1999 года, пережили очень сложные периоды, когда на базе Отечества, единства, регионов всей России создали сначала объединение 4 избирательных объединений внутри Государственной Думы. Потом перешли уже к тому, что Единая Россия обрела статус всероссийской партии. А потом мы достигли таких возможностей, что даже президент нашего государства Владимир Владимирович Путин четко продемонстрировал, что он опирается на нас, как на решающую силу, возглавил наши списки на 2 парламентских кампаниях. И сегодня мы обеспечиваем ответственную политику на полях нашего двухпалатного парламента по 2 причинам. Потому что мы берем на себя только исполнимые обязательства. И вторая причина, она основная. Ни разу Единая Россия не поставила свои узкопартийные интересы, даже очень вожделенные, выше интересов государства. И вот об этом сегодня мы со Светланой Сергеевной предполагаем говорить с нашими коллегами. И надеемся, что они также ответственно продолжат курс, и чтобы вы смогли опираться на них в дальнейшей ответственной работе по построению сильной государственности и к оформлению наших более четких, сформулированных взаимоответственных отношений между Российской Федерацией и Республикой Абхазия. Светлана Журова рассказала о значении Абхазии для нее как для парламентария и подчеркнула роль страны в политической жизни России. Я сюда приезжаю как домой, потому что здесь люди, которые за меня голосовали, я несу ответственность за то, что они отдали свой голос за меня, значит, я их представляю в Государственной Думе в том числе. Но очень важно, потому что Абхазия это то место, где еще много наших соотечественников, людей, которые с российскими паспортами, и даже не так соотечественников, граждан России, которые здесь живут, и понятно, та помощь, которая в том числе оказывается России и Абхазии, она закономерна. Президент Бадрагунба и Светлана Журова обсудили участие абхазских бойцов в специальной военной операции. Она высказала благодарность от имени России и назвала это примером братства.
Здесь я хотела вас поблагодарить, и, конечно, мы скажем это на съезде, за то, что ребята, абхазы, как настоящие воины, подставили плечо и воюют на СВО. И действительно, это боевые ребята, они своим примером, своим подвигом демонстрируют, насколько народ Абхазии всегда с Россией в трудные моменты. И так же, как и Россия с Абхазией. Наверное, это пример такого братства настоящего и взаимопомощи. И люди это видят, люди это понимают, и это главное. Никто туда их, конечно же, насильно не звал. Это зов души, это отношение к нашему великому соседу, к россиянам. Я бы хотел отметить, что еще с первых дней, с 2014 года, наши ребята находились на стороне справедливости. Тогда, когда еще не совсем было принято официально кого-то поддерживать, и все, что происходило, это было исключительно добровольческое движение. И наши ребята с этих первых дней находятся на фронтах. По меркам, конечно, нашего населения, мы потеряли большое количество ребят. При этом в нашем обществе, у нашего народа есть очевидное понимание, что все это ради общей победы и ради общего и будущего наших детей. В этом смысле мы поддерживали, поддерживаем и далее будем поддерживать ребят, которые сегодня выполняют поставленные задачи на фронтах специальной военной операции. Тысячи судеб переплетено между нашими людьми. Наше дело помочь им сохранить эту теплоту взаимоотношений, приумножить, и мы обязательно будем реализовывать поставленные задачи. А задачи нам ставит наш народ. Наш народ определяет приоритеты, а мы помогаем реализовывать эти задачи. Президент Бадрагунба принял участников первого Абхазо-Адыгского форума «Наследие во имя будущего братских народов России и Абхазии. Ислам, единство и преемственность в контексте исторических и современных испытаний». Гунба отметил особую близость между народами, проживающими на Северном Кавказе, и абхазским народом. Отрадно, что форум, символизирующий духовную близость, духовное братство, проходит в Абхазии. На протяжении веков Абхазия всегда славилась своей толерантностью, своим межкультурным диалогом. И проведение этого форума – наглядный пример тому, что наша земля всегда радушно принимает и способствует развитию межкультурного, межконфессионального диалога. Мусульмане Абхазии вносят свой вклад в развитие нашей страны. Это неотъемлемая часть нашего общества. И мы рады, что есть такая возможность с представителями наших братских народов. Есть диалог, выстраиваются взаимоотношения. Я бы хотел отметить особую близость между народами, проживающими на Северном Кавказе, и нашим народом. И сегодняшняя встреча еще раз тому подтверждение, что у нас одно общее историческое прошлое, духовное развитие. И, конечно же, мы всегда будем вместе в рамках наших братских взаимоотношений. Мы с моим заместителем Алмазом Равилевичем здесь присутствуем не только как представители фонда, вот я как председатель Совета фонда поддержки исламской культуры, науки и образования, но и как начальник департамента по взаимодействию с религиозными организациями. В понедельник я встречался с отцом Виссарионом, он очень рад, высоко отзывался, хорошие слова говорил о мусульманах Абхазии, о том, как все вместе защищали страну, строят страну, как взаимодействуют. И рад, что вот у вас совет по взаимодействию с религиозными организациями образовался. Мы будем всячески содействовать развитию связей между мусульманами и Кавказа, и мусульманами Абхазии. С Тимуром Хаджи мы уже успели обсудить некоторые вопросы взаимодействия, истории, вспомнили тот вклад, который россияне внесли в борьбу за независимость и
само существование абхазского народа. И, конечно, мы ценим то, что абхазы проливают кровь за Россию. То есть вот эта пролитая кровь, она и была пролита не только вот в последние годы, но за Россию абхазы воевали на протяжении вот длительного периода российской истории. И эта кровь действительно нас всех породнила. И те герои, которыми гордится сейчас Абхазия, это герои нашего 140-миллионного российского народа. Мы люди, которые возглавляем те или иные структуры, организации, но самое главное, помимо вот официальных встреч, чтобы на уровне граждан Республики Абхазия, Российской Федерации были контакты, были здоровые отношения, и все то хорошее, которое объединяло нас в прошлом, чтобы мы это переняли от наших старших, не потеряли, прибавили к этому хорошему и передали следующим поколениям молодежи. Справедливо отметили, что в современном мире попытка оказать давление, воздействие через культурное, духовное, религиозное направление на раскачку ситуации. Мы, откровенно говоря, все это видим, наблюдаем, но уверен в том, что настолько мы едины, настолько духовность народов наших стран высока, эти попытки будут разбиты. Сегодня, можно сказать, уникальная, огромная страна, Российская Федерация, где сосредоточено большое количество национальных культур, религий. И все это делает Россию только сильнее. Я бы хотел отметить, что Абхазия сильна своими внутринациональными, религиозными, культурными, межэтническими, традиционно добрыми взаимоотношениями между людьми, которые населяют нашу страну. Это то, что нас делает сильнее, то, что делает нас увереннее, сплоченнее во имя самого главного – сохранения мира и стабильности в нашем обществе. В этом году мы отмечаем 80-летие победы в Отечественной войне. Вот наши предки, находясь в одних окопах, идя в атаку вместе, никогда, наверняка не спрашивали, какой ты религии, значит, какой ты конфессии, каких взглядов. Это общее дело было. Также было и в 92-м, 93-х годах, когда к нам пришли наши братья и осетины, которые являются представителями христианской культуры, кабардинцы, чеченцы, представители мусульманской культуры, религиозной, так скажем. Казачество. Казачество. Здесь никогда не было разделения по религиям. И каждый человек умел уважать своего ближнего. Вот то, чем надо дорожить, вот то, что надо сохранять. Мы нацелены на то, чтобы именно такого рода взаимоотношения сохранялись в нашем обществе. В Сухуми прошел 7-й съезд Республиканской политической партии «Единая Абхазия». В честь такого события в Абхазию прибыли представители российской партии «Единая Россия». Это члены Высшего совета партии «Единая Россия», сенатор Александр Карелин и депутат Госдумы России Светлана Журова. В рамках съезда гости посетили ряд восстановленных объектов, также побывали на набережной Сухума, где в скором времени начнется полная реконструкция набережной Махаджиров. О том, как прошел съезд и о других важных деталях визита делегации в следующем репортаже. С утра столица Абхазии встречает гостей теплыми октябрьскими лучами. Мэр города приветствовал депутата Государственной Думы Светлану Журову и члена Высшего совета партии «Единая Россия» Александра Карелина. Абхазская делегация вместе с гостями направилась в сторону колоннады, по пути знакомясь с историей Сухумской набережной. Регионы нам помогают, Казань, Краснодар нам будет, нам сейчас начал строить новое.
Набережная – знаковое место для горожан и гостей города Сухум. Именно поэтому в ноябре здесь планируется масштабная реконструкция. 30 сентября 2025 года первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и президент Абхазии Бадрагунба подписали соглашение о запуске масштабной реконструкции набережной Сухума при поддержке Республики Башкортостан и Республики Татарстан. Событийная большая площадка, сцена и сидячие там места. Эстрада, все как положено. Да. За сценическое пространство может быть переодеться артистом, да? Да. Все будет готово для того, чтобы любое мероприятие там провести. Сколько километров получается? Проектируемая часть 1000, почти 2 километра. 2 километра, не просто самой набережной, а вместе с парками, со скверами. Глава администрации Сухума Тимур Агрыба рассказал и показал гостям планы реконструкции набережной Махаджиров. На суд жителей было представлены макеты по будущему облику набережной, где каждый мог проголосовать за представленный стенд. Голосование уже завершилось. Проголосовали 12 тысяч человек. Подведены итоги. Вот причал нам восстанавливает Краснодарский край. В тех же параметрах мы его сохраняем, но вот в таком вот виде восстанавливаем. За причал мы тоже голосовали, там 3 варианта было предложено. Население проголосовало и остановились на вот этом варианте. Студия, диаметрический орнамент, да? Во время прогулки делегации были те, кто узнавал прибывших гостей. Они не упускали возможности подойти и пообщаться с делегацией. Совместная фотография в театре Родиона. Ничего, как бы. После осмотра набережной гостей ждали в кафе «Брехаловка». Традиционно выпить кофе. Я рада вас видеть. Кофе сварите? Кофе в любом случае. Делегация в Абхазию прибыла в рамках 7-го съезда Республиканской политической партии «Единая Абхазия», который проходит в Сухуме. В работе форума принимают участие 230 делегатов со всей страны. Партия «Единая Абхазия» была создана в начале 2000-х. Приветственное письмо от главы государства зачитал вице-президент республики Беслан Биквава. «Единая Абхазия всегда занимала твердую позицию, направленную на защиту государственных интересов и укрепление независимости нашей страны. Особо хочу подчеркнуть, что одним из основателей партии был второй президент Республики Абхазия Сергей Васильевич Багапш. Отдельные слова благодарности хочу адресовать Сергею Мироновичу Шамбо, который в последние годы возглавлял партию. Руководство страны считает необходимым усилить роль политических партий, их участие в общественной жизни государства. Мы убеждены, что активные и ответственные политические силы должны иметь возможность влиять на процессы государственного строительства и вырабатывать совместные решения в интересах всего общества. Уверен, что «Единая Абхазия» и в дальнейшем будет оставаться значимой политической силой, способной объединять общество, поддерживать государственные интересы и работать на благо Абхазии. В повестке дня выборы председателя, заместителей, членов Политсовета и ревизионной комиссии, а также обсуждение ключевых задач партии и формирование ее нового политического курса. Таким образом, председателем был избран Алхас Барзания, который исполнял обязанности руководителя партии. Сегодня мы уверены, что делаем одно большое общее дело. Мы сегодня собрались здесь, чтобы услышать друг друга, чтобы поддержать друг друга. Мы уверены в том, что именно в таком братском контексте мы будем идти все вместе вперед, твердо, уверенно, помогая друг другу, развивая друг друга, рука об руку. Соглашение о сотрудничестве между партиями «Единая Абхазия» и «Единая Россия» действует уже более 10 лет. Прибывшие члены делегации, выступая на съезде, отметили прочные связи между Россией и Абхазией. Они подчеркнули, что Абхазия должна уверенно отстаивать свою точку зрения как внутри страны, так и на международной арене. Главное, что мы вместе, «Единая Россия», «Единая Абхазия». У «Единой России» тоже есть народная программа, которую мы реализуем и будем реализовывать вот уже
на ближайших выборах в Государственную Думу, которые пройдут через год, мы уже собираем желания и пожелания людей. Здесь, конечно, и в Абхазии тоже живут наши граждане, значит, они тоже будут вместе с «Единой Абхазией» в эту программу давать и свои предложения, чтобы мы действительно были таким единым фронтом, выступали здесь, отстаивая интересы граждан наших стран. Сегодня у нас было такое насыщенное утреннее представление на набережной, которое будет реконструировано. Градоначальник молодой показал нам все возможности и перспективы. Рад тому обстоятельству, что субъекты Российской Федерации оказывают и здесь деятельную помощь, не только организационную, но и материальную. В обсуждениях с главой государства затронуты были в том числе и моменты исторические, обсуждали нашу общую историю. Год 80-летия обязывает к этому, год 80-летия Великой Победе советского народа над фашистской Германией, над милитаристской Японией. Поэтому сейчас то, что произошло, я, конечно же, обращу свои слова к вновь избранному руководителю партии «Единая Абхазия», потому что сегодня перед Алхазом Херсоновичем стоят задачи сформулировать и определить механизмы, которыми партия будет полезна для Абхазии, как и сможет стать деятельной опорой для главы государства. После съезда Республиканской политической партии «Единая Абхазия» гости направились в Центральный выставочный зал Абхазии, где им провели экскурсию. Также они успели побывать и в музее Банка Абхазии. Нала Чхинджерия, Камила Джопуа, Наля Самичба, Абхазское телевидение. В Абхазской государственной филармонии с особым торжеством прошла церемония награждения, посвященная Дню учителя. Кульминацией вечера стало вручение президентом Бадрой Гунба почетного звания «Заслуженный учитель Республики Абхазия» лучшим преподавателям сухумских школ за их многолетний вклад в образование. Министр просвещения Хана Гунба отметила выдающиеся заслуги 9 педагогов ведомственной наградой «Почетный работник просвещения». Завершением праздничного мероприятия стало вручение почетных грамот педагогам, подготовившим победителей и призеров республиканских олимпиад. На мероприятии присутствовал премьер-министр Владимир Тылба. В Государственной филармонии имени Раждена Гумба в величественном зале, пропитанном эхом классической музыки и культурных традиций, собрались лучшие в своем деле учителя страны. Это событие посвящено недавно прошедшему празднику Дню учителя. 4 преподавателей столичных школ награждены званием «Заслуженный учитель Республики Абхазия». Они получили почетные грамоты из рук главы государства. В своей речи президент Абхазии подчеркнул неоценимую роль учителя в формировании будущего страны, отметив их преданность профессии и высокий профессионализм. Он поблагодарил педагогов за их терпение, мудрость и любовь к детям, которые вдохновляют молодое поколение на новые свершения. Широшок из обзоров вот спехаткара опейш. Из базы ацарадера и налагална, что ича и рулша адзует обсадгилых абубура. Амилат хтыра айзерха, абсура айпухра. Шириша адзиз абснадзей чирок обсадгилах чира на тоххазхве мельдзиква аяйра дохзазгаз. Широшок из обзора айбышра амыштых, хашкол парыш ахамказ. Юдую амта шипазги, шарафки жит шзанатышпа. Ацарадыра узкпаяха, аханткара ламкала хацгала разнато, ахурхатапа ирваквейбу. Абстаханткара чайларцаза, яхамазру ацарабзе змол, Звилат хдыра харако, запсадгил бзизбо, а специалистша. Яхарчук свой школка, Маругала, и хынза халшо, ей харшой, я хартой та спорт иску, а чезопацах тупа, а реус и циги, яцксталой. Хатырск квартича, адзивича. Да чезныки и шитыснаглой за анатомша, и взяли еще Абубзира, Аббамч,
чтобы злато аусовна айзхазехера табу дарадза шапха схорхой. Торжественный вечер собрал в стенах филармонии представителей педагогического сообщества, ветеранов образования, почетных гостей. Со сцены звучали слова признательности и благодарности в адрес учителей, чья самоотверженная работа является основой интеллектуального и духовного развития нации. Министр просвещения Хана Гунба отметила выдающиеся заслуги 9 педагогов ведомственной наградой «Почетный работник просвещения». Уважаемые коллеги, мы сегодня чествуем людей, которые свою жизнь посвятили благородному делу, обучению и воспитанию подрастающего поколения. Дорогие учителя, вы учите, вы воспитываете, вы мотивируете, вы формируете будущее нашей страны. Именно учителя стояли у истоков современного независимого абхазского государства. Дорогие учителя, вы сейчас закладываете фундамент сильного, успешного будущего нашей страны. Уважаемые коллеги, пусть никогда не возникает у вас мысль, что когда-то вы ошиблись в выборе профессии. Если вы сегодня с нами, то вы сделали правильный выбор. Это шанс записать свое имя в историю своей страны. 24 педагога, подготовившие 3 и более победителей и призеров республиканских олимпиад, также отметили почетными грамотами. Церемония сопровождалась яркой концертной программой с участием известных абхазских артистов, творческих коллективов и учеников школы. В исполнении талантливых музыкантов звучали патриотические песни, стихи и слова благодарности в адрес учителей. Учителя поблагодарили государство за внимание и поддержку, поздравили своих коллег и подчеркнули значимость профессии учителя в современном обществе. Прежде всего, я хочу поздравить всех моих коллег с праздником нашим, пусть и уже с прошедшим, и поблагодарить наше государство за сегодняшний праздничный день. Было очень-очень приятно, что нас оценивают, что нас уважают, что нас считают на первых рядах. Очень приятно. Я хочу своим коллегам пожелать в первую очередь мирного неба, как и всем, здоровья, терпения. Она нам очень нужна. И, конечно, любить детей. Я очень рада, что такие мероприятия очень часто организовывают. Спасибо огромное. Хочу пожелать своим коллегам здоровья, терпения, творческих успехов, много хороших, позитивных детей, учеников, чтобы было у нас все хорошо на нашей планете. Праздничное мероприятие стало еще одним подтверждением высокого статуса профессии учителя в Абхазии и стимулом для дальнейшего развития системы образования страны. Гунда Шоуа, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. Заместитель министра иностранных дел Республики Абхазия Одиссей Бигвава, глава абхазской делегации на дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье в связи с заявлением Кахи Каладзе заявил: в очередной раз наблюдаем, как международные институты используются для продвижения односторонней и предвзятой позиции Грузии. Республика Абхазия – суверенное государство, право на независимость которого было закреплено в результате свободного волеизъявления нашего народа. Российская Федерация, выступающая гарантом нашей безопасности, на основе взаимных межгосударственных договоров является признанным субъектом международного права, оказывающим Абхазии легитимную поддержку. Озабоченность нарушениями прав человека и требования о допуске международных наблюдателей являются не более чем инструментом политического давления. Мы открыты для диалога, но только на условиях равноправия и уважения нашего суверенитета.
В двух многоэтажных домах на улице Эшба одновременно администрация Сухума ведет ремонтные работы по замене кровли. Горстройпроект производит полную замену кровли, где при ливне сильным ветром сорвало мягкую кровлю рубероид. На другом доме производится демонтаж старой кровли. Значит, мы находимся на улице Эшба. На этой улице в двух домах одновременно ведется ремонт кровли. Эшба 173 – это экстренная ситуация. При сильных ливневых дождях и сильном ветре была сорвана кровля. Это мягкая кровля, так называемый рубероид. МУП «Горстройпроект» в экстренном порядке, в срочном порядке приступили к замене кровли полной. Также на Эшба 193 ведется демонтаж старой кровли. Там была неправильно произведена в свое время разуклонка, бетонная стяжка залита неправильно. Вот это всю поверхность мы на данном этапе снимаем и будем монтировать новую кровлю. Ирина Делба признана лучшей актрисой на международном фестивале Камерата в Челябинске. Авторитетное жюри присудило актрисе награду за исполнение роли Марии Кюри в спектакле «В лучах». За победу в этой номинации боролись актрисы из театров России и зарубежных стран, среди которых Ольга Кабо, Марина Кондратьева и другие известные актрисы. 550 детей из 13 сел Абхазии этим летом смогли увидеть цирковое шоу в Сухуме. Для многих это стало настоящим открытием, первым знакомством с цирком. Такой приятный подарок ребята получили благодаря социальной акции от компании «Ахом». Подробности в материале Аэлиты Арутюнян. Дружки, давайте! Незабываемый подарок для детей из 13 сел Абхазии сделала компания «Ахом», провайдер домашнего интернета, дав возможность ребятишкам посетить цирковое шоу, ведь это всегда яркое, праздничное событие. Еще до начала представления на республиканском стадионе, где расположился цирк, собралось большое количество людей. В компании «Ахом» пообещали, что акции, также социальные проекты, станут доброй традицией. Впереди еще много мероприятий и хорошего настроения. Для нас важно быть не только провайдером домашнего интернета, а частью жизни людей. Мы знаем, что не у многих детей сельской местности есть возможность каждодневно видеть какие-то яркие события, например, цирк. Поэтому мы решили подарить детям праздник. Когда видишь улыбки, смех детей искренний, то понимаешь, насколько важны подобные проекты в нашей республике. Нистан Шинкова приехала из села Меркула. Она уже посещала это представление, но благодаря данной акции от компании «Ахом» юная зрительница получила возможность посетить цирк. Но все равно, как в первый раз, она с нетерпением ждет начала шоу. Я ожидаю увидеть тигров, медведя и клоунов. Мне нравится цирк, потому что там очень весело и очень круто. Не только дети, но и взрослые с удовольствием проводят время и наслаждаются выступлениями. Каждый участник шоу кропотливо работал, чтобы порадовать своих зрителей, перенося их в мир цирка, где каждый номер уносит и затягивает с первых минут, давая ощущение другой, волшебной реальности. А благодаря акции от компании «Ахом» у маленьких зрителей появилась возможность посетить данное шоу. Для родителей и педагогов поездки такого плана тоже важны, ведь это возможность порадовать детей, расширить их кругозор, подарить им новые впечатления и просто праздник. Хочу выразить огромную благодарность организаторам Амобайла за приглашение на цирковое представление. Тот самый момент, когда вот дети и взрослые забывают о своих проблемах и наслаждаются магией цирка. Здесь они прям очень в восторге, им все нравится. Смотрят, не отрывая глаз. Спасибо за яркие эмоции, подаренные детям и взрослым. Мы, наверное, правда, окунулись в атмосферу сказки и волшебства.
В течение 2 месяцев дети приезжали в столицу автобусами вместе с сопровождающими. Билеты для них приобретала компания «Ахом». А транспорт предоставили сельские и районные администрации. Акция показала, как совместными усилиями бизнеса, а также местных администраций можно организовать событие, которое точно забудется не скоро, подарив зрителям массу теплых воспоминаний и просто хорошее настроение. Также Александр Галкин упомянул о важности поддержки таких акций. Мы понимаем, что данная акция, которую мы проводили совместно с главами администраций, принесет большую пользу. И по реакции всех тех, кто был в ней задействован, в первую очередь детей, учителей, глав администрации, наших сотрудников, коллег и, естественно, тех, кто выступал в самом цирке, мы понимаем, насколько важно, чтобы бизнес поддерживал такие инициативы. Мы пытаемся идти по этому пути. Мы начали свой путь и верим, что данная инициатива будет иметь продолжение. Благодаря кропотливой работе участников шоу зрители получили неподдельные, радостные эмоции. Ведь присутствующих смешили клоуны, удивляли акробаты, завораживали дрессированные животные. Все это породило искренние улыбки, громкие аплодисменты, адресованные каждому номеру. А главным доказательством того, что акция «Ахом» удалась, стали такие неподдельно радостные эмоции детей, с удовольствием посмотревших цирковое шоу. Для компании «Ахом» этот проект стал первым опытом подобного масштаба. Но результат превзошел ожидания. Искренние эмоции детей, десятки положительных отзывов, благодарность от районов. Именно поэтому в компании уверены, инициативы такого рода нужно продолжать. Айлита Арутюнян, Фатима Гергия, Давид Хашик. Абхазское телевидение. Российская туристка погибла в результате ДТП, произошедшего в Ткорчасском районе. Авария произошла в поселке Акармара. Сигнал о происшествии поступил в МЧС в 12:48. Спасатели экстренно выехали на место происшествия. Они извлекли на поверхность из расщелины 3 пострадавших, включая тело одной погибшей туристки. Все пострадавшие доставлены в Ткорчасскую районную больницу. 82 года назад, 9 октября 1943 года, полным освобождением завершилась битва за Кавказ. Она длилась 1 год и 3 месяца и стала одним из самых продолжительных и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. Кавказ был стратегически важным как для Германии, так и СССР. Прежде всего из-за природных ресурсов – это нефть, газ, а также зерно. В августе 1942 года линия фронта дошла до горной части Абхазии. Враг занял Клухорский, Марухский и Санчарский перевалы. А 27 августа высокогорное село Псху. Сухум несколько раз подвергался воздушной бомбардировке. О том, как это было, смотрите в фильме «Бои на перевалах Кавказа» после новостей. Сейчас расскажем о погоде в ближайшие сутки. По сообщению гидрометцентра, в Абхазии ожидается значительное ухудшение погоды. Дождь, в горах снег. Температура воздуха ночью плюс 10-15, днем плюс 12-17 градусов. Температура морской воды плюс 21. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До встречи в эфире.